Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы продолжаем искать и рассказывать вам о ярких событиях столетней истории ТАССР. В эти дни в 1941-м в Казани было основано артиллерийское училище. Организованное в Челябинске военное учебное заведение в 1947-м перевели в Татарстан, и оно более 60 лет выпускало ракетчиков. Среди них создатели искусственных спутников, некоторые участвовали в выводе космонавтов в космос и испытывали ракеты нового типа. Сегодня на месте арт-училища современный жилой комплекс. Февраль 43-го в стране на разных фронтах идут ожесточенные бои. В Казань съехались известные ученые СССР. Они провели сессию, посвященную 300-летию со дня рождения Исаака Ньютона. В 2013 году в Казанской духовной церкви завершается первое богослужение. Впервые за последние 70 лет. До этого в здании работал кукольный театр. Мы же возвращаемся к сегодняшним событиям. И вот главное. В Казань эвакуированы 8 человек с коронавирусного лайнера. 4 граждан нашей республики и 1 ребенок. Как себя чувствуют пациенты и о ситуации в целом, расскажет Салават Мухаммадуллин. Целый парад для одного ветерана. О необычном и трогательном подарке односельчан Гильмуддину Хабибуллину. Вероника Гайнуддинова. Ярмарка ремесел, выставка оружия и шоу богатырей. Как защитников Отечества поздравили в Нижнекамске, узнал Сергей Хайдаров. Он был лучшим фотографом из прокуроров, лучшим прокурором из фотографов. Если бы не было вот той сильной поддержки с этого плеча прокурорского, у нас ничего не получилось. Так сегодня простились с Кафилем Амировым. И каким его запомнили друзья и коллеги. Зарина Ахметова. Все 8 пациентов с лайнера Diamond Princess, который сейчас на карантине в Казанской инфекционной больнице, чувствуют себя хорошо. А сообщение о якобы закрытии РКБ из-за коронавируса оказался фейком. Сегодня в Доме правительства заседал штаб по противодействию коронавирусу. Самую свежую информацию нам сообщит Салават Мухаммадуллин. Заседание республиканского штаба проходит ежедневно с самого начала февраля. Сегодня о ситуации с коронавирусом доложили Рустаму Минниханову. Напомним, накануне ночью в Казань были эвакуированы 8 россиян. До этого они находились на лайнере Diamond Princess в Японии. Там заразилось коронавирусом больше 500 человек. И вот, как сообщает ТАСС, со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, среди эвакуированных в Казань 3 также заражены коронавирусом. И сегодня о состоянии всех поступивших после совещания нам рассказал главный врач больницы. Ни у одного пациента не зафиксировано повышение температуры тела. Катаральных явлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Если говорить о задействованном медицинском персонале, то также ведется все необходимые мероприятия, а именно медицинское наблюдение за каждым. Также главный врач отметил, что все необходимые средства индивидуальной защиты, лекарства и расходные материалы имеются. Накануне инфекционку посетили Рустам Минниханов и глава Роспотребнадзора страны Анна Попова. Напомним, 4 из 8 эвакуированных из Татарстана. С учетом того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям, нормам. У нас обученный персонал. Мы посоветовались, приняли решение, что Казань способна принять этих граждан. Пациентов разместили в медицинских боксах. Весь блок охраняется. При этом врачи, работающие с эвакуированными, также будут находиться на карантине 14 дней. Это инфекционная больница в городе Казани. Имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Со вчерашнего дня в соцсетях и мессенджерах гуляет информация о том, что закрыто РКБ из-за коронавируса, но сегодня Минздрав официально опроверг это сообщение. В выходные и праздничные дни работа РКБ организована в обычном режиме. Ежедневно обращаются около 300 пациентов. В праздничные дни фиксируется рост обращений с травмами. В больнице соблюдается ограничительный режим в связи с ростом ОРВИ для посетителей согласно требованиям Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем. Карантин для эвакуированных россиян продлится 2 недели. Об их состоянии будут сообщать ежедневно. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после отравления детей парами хлора в бассейне в Челнах. Пострадали 18 человек, из них 8 детей и 1 взрослый были доставлены в больницу 22 февраля. По версии следствия, несколько семей приехали на частную базу отдыха и сняли гостевой дом с сауной и бассейном. После часа в воде им стало плохо. Появились рвота, головокружение, покраснели глаза. Роспотребнадзор республики выявил 3-кратное превышение концентрации хлора в воздухе бассейна. Вода при этом соответствовала нормам. Следователи начали расследование уголовного дела по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всем госпитализированным была оказана необходимая медицинская помощь, и их жизни в настоящий момент ничего не угрожает. Произведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воздуха и воды, назначены исследования. Расследование уголовного дела продолжается. За тех, кто на страже. В честь Дня защитника Отечества в Казанском парке Победы возложили цветы. Военные, юнармия, студенты, волонтеры и представители власти сделали это на митинге у Вечного огня. Страна сильна армией и флотом. И мы гордимся тем, что у нас сильная армия, сильный флот. И что наши ребята служат. И что наши рубежи мирные, надежно защищены. Как заметили участники, День защитника Отечества – это общий праздник, и к нему имеют отношение как мужчины, так и женщины. Все, кто каждый день стоит на страже безопасности страны. Напомним, только в минувший призыв на службу в армию ушли около 3500 татарстанцев, а счет тех, кто уже служит, идет на десятки тысяч. Самое главное – помнить тех людей. Если мы о них помним, они будут жить в наших сердцах, и значит, не только в наших сердцах, и вообще будут жить еще. Защита Отечества – это для каждого. Защищает ее солдат, курсант, офицер, гражданский человек, женщина. Мы защищаем свою родину, нашу Россию. Марш для одного героя. В честь Дня защитника Отечества целый парад устроили односельчане для Гильмудина Хабибуллина. Это единственный ветеран села Нуринер Балтасинского района. Он служил в стрелковом полку. О необычном и трогательном подарке для ветерана Вероника Гайнудинова. От размыкающего направо. Разомкнись! Юнармейцы на параде. Необычном перед окнами дома Гильмудина Хабибуллина. Поздравить его пришли всем селом. Ветеран принимал парад, едва сдерживая слезы. Поздравили с Днем защитника Отечества и вручили памятную медаль к 75-летию Победы. Теперь она на груди ветерана рядом с другими боевыми наградами. Наше возвращение долга перед ними, это вот их вспоминать, их хотя бы как можно, чтобы они подальше жили, чтобы все сделать для них. Гильмудин Хабибуллин – единственный ветеран Великой Отечественной в этом селе. В годы войны отсюда ушли 344 человека. 198 из них не вернулись с поля боя. Среди них друзья, соседи и родные Гильмудина Хабибуллина. Они сегодня в строю бессмертного полка. Гильмудину Хабибуллину 92, на войну попал в 44-м. Сначала отправили на учебу, потом в 137-й стрелковый полк. Тяжелые военные годы выпали на его юность. Это время ветеран вспоминать не любит. После войны встретил свою жену. Ей 19 лет было. Вот уже 70 лет вместе живем и радуемся. Сегодня за плечами у Хабибуллиных долгая, счастливая семейная жизнь. Они вырастили 6 детей, 13 внуков. Столько же растет уже и правнуков. Секрет долголетия движения, и все время работали до пенсии и после пенсии. Вот только сейчас отдыхают. Сам же ветеран признается, думать о болезнях некогда, впереди еще много событий. Главное – увидеть парад в День Победы. Вероника Гайнудинова, Ринат Сафин, ТНВ, Балтасинский район. Русские богатыри с могучей силой, самый большой самовар и знакомство с боевым оружием от снайперских винтовок до гранатометов. Так в Нижнекамске отметили День защитника Отечества. Праздник «Камский клинок» собрал больше 1000 жителей и гостей города. Для них на городской площади ярмарка, спортивные игры, выставка оружия и шоу силачей. Как в Нижнекамске поздравляли защитников, расскажет Сергей Хайдаров. С такими защитниками нижнекамцы могут спать спокойно. Все эти чудеса могучей силы показывают рекордсмены книги рекордов Гиннесса «Русские богатыри». Дали возможность силу проявить и гостям праздника. Только посмотрите, как здорово он выиграл, абсолютно ровно был. Просто красавец.
Погода как по заказу, говорят нижнекамцы. Светит солнце, светятся и мужчины. От поздравлений. Дай Бог им здоровья, счастья, мирного неба, хорошего настроения. Главное, силы и выносливости, чтобы терпеть нас и любить нас. Прежде всего, мужества, отваги, любви, семейного благополучия. Здесь каждому развлечение по душе. Аттракционы, игры, ярмарка и самый большой самовар. Так масштабно в Нижнекамске празднуют День защитника впервые. Это действительно один из любимых всенародных праздников наших людей, День защитника Отечества. И мы хотели бы, чтобы в этот день это было действительно таким большим городским событием. Именно Нижнекамск был выбран под этот фестиваль неспроста. Да? Мы все прекрасно знаем, сколько делается администрации, головой, Айдара Раисовичем лично, в вопросах военно-патриотического воспитания. Здесь же развернулась выставка боевого оружия. Кто-то разглядывает ППШ, а кто-то фотографируется с гранатометом. Я думаю, что мужчинам очень понравилось. Ну и женщинам, думаю, тоже. Сергей Хайдаров, ТНВ, Нижнекамск. Всех защитников Отечества необычно поздравили росгвардейцы. Они устроили в одном из торговых центров Казани музыкальный флешмоб, заметно удивив всех присутствующих гостей торгового комплекса. Вокруг выступающих быстро собралось много людей, которые снимали происходящее на свои телефоны. В Казани объявили исторический призыв. Всех готовых взять в руки первобытное ханское или красноармейское оружие вызвали в Национальный музей. В игре «Воин на все времена» новобранцы от 5 лет приняли участие в 14 состязаниях. Остались ли еще защитники? В следующем сюжете. Записываться. Пожалуйста, 67-я, военно-патриотический. Хорошо, сейчас. Как тебе фамилия? Получите, распишитесь. В Национальном музее очередь, призывники. А вот и товарищ комиссар. Каждому в руки обходной лист, на листе задания. Разворот и шагом марш к исполнению. Я сейчас сижу на призывном пункте и выдаю анкеты, которые бойцы выполняют, а потом подходят ко мне, и я смотрю, подходят они к службе или нет. Военно-историческая игра «Воин на все времена» в Казани проходит в 5-й раз. Участников на целую армию. Почти 700 человек. Более 100 новобранцев от 5 до 50 лет. Извините меня, что за защитник, если он ни разу не дрался? Если он ни разу не держал в руках автомат? Защитник – это человек, который защищает права своего народа. Или, грубо говоря, помогает слабым. 20 лет назад разбирал автомат, сейчас вспомнил. Для сына то, что интерес какой-то у него есть. Девчонки тоже могут быть защитниками. Они могут лечить, кто ранен. Маршрут через историю. Древний мир, метание топора, Золотая Орда, стрельба из лука. Наполеоновские годы, строевая подготовка, гражданская война, предвоенный период и Великая Отечественная. 14 площадок. На каждой свое оружие, своя задача и свои герои. В нашем музее проходило мероприятие на 23 февраля. Организовывали традиционно женщины. Мы решили, что давайте-ка мы сделаем такой праздник, который будет интересен нам, мужчинам. И сделаем сами мужчины для себя. Завершением маршрута обратно к комиссару с вердиктом и заветной печатью «Быть защитником годен». Лилия Кашварова, Игорь Романов, Наталья Мезина, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Он был лучшим фотографом из прокуроров, лучшим прокурором из фотографов. Если бы не было той сильной поддержки с этого плеча прокурорского, у нас ничего не получилось. Как сегодня простились с Кафилем Амировым и каким его запомнили друзья и коллеги. Зарина Ахметова. Голос взрослые. Как с помощью пения казанские пенсионеры обрели вторую молодость, увидел и услышал Рамиль Шайдулин. Масштабная личность, великий профессионал, ценный юрист и кристально чистый человек. Сегодня в Казани простились с экс-прокурором республики, заслуженным юристом Татарстана и России Кафилем Амировым. Он скончался в воскресенье на 71-м году жизни. О себе Кафиль Фахразеевич говорил: «Я лучший фотограф из прокуроров и лучший прокурор из фотографов». Каким он остался в памяти жителей республики, Зарина Ахметова. Быть внимательным к людям и даже в преступнике прежде всего видеть человека, и чтобы закон действовал одинаково для всех.
Этих принципов Кафиль Амиров всегда придерживался в своей работе. Не только за профессионализм, эрудицию, но и правду. Его так ценили. Сегодня на панихиде одним из первых слова соболезнования семье Кафиля Файхрадиевича выразили Рустам Миниханов и Ментимер Шаймиев. Более 40 лет Кафиль Амиров отдал службе в прокуратуре. Более 20 занимал руководящие должности в ведомстве. На годы его работы выпал непростой период. Он внес значительный вклад в становление правовой системы республики. Оказывал помощь депутатам при принятии важных законов. Его профессиональное отношение к своим обязанностям, правовой опыт помогали сократить время для принятия правильного решения. Нам, чтобы наши республиканские законы и акты Кабинета министров не противоречили ни федеральным законам, а служили развитию родного Татарстана. Он смог выстроить отношения со всеми правоохранительными органами республики, объединить их в борьбе с преступностью. Основной же своей задачей Кафиль Амиров называл борьбу с ОПГ и экстремизмом. Если бы не было вот той сильной поддержки с этого плеча прокурорского, у нас ничего не получилось. Мы одновременно вычищали предателей как в рядах прокуратуры, так и органов внутренних дел. Работая прокурором республики, он показал себя чистейшим человеком, кристально чистым, принципиально волевой. Кафиль Файхрадиевич — это мой большой учитель. Это большой учитель многих, большинства, наверное. Человек справедливый, понятный, жесткий в определенных случаях. Но человек чести, доблести. Он был не просто профессиональным юристом, имел степень кандидата философских наук. Будучи молодым, хотел стать журналистом и даже работал в районной газете. Не упускал возможности поделиться байками о том, как трудился корреспондентом с коллегами. Пришел в районную газету, а мне говорят: ой, вы знаете, у нас сейчас вакансия только фотокорреспондент. А я в жизни не фотографировал. А редактор говорит: ладно, ты пишешь, пока будешь учиться, а пока пиши. Он был просто потрясающий рассказчик. То есть он часами мог просто блистать эрудицией. Такое количество фактов, такое количество историй. Мудрый человек, многогранный. Его выступления были отточенными, профессионально выверенными. И с ним приятно было говорить на юридическом языке. Спустя годы фотографии и писательское дело стали его хобби. Кафиль Амиров выпустил несколько книг, а фотоработы выставлял на публике. Любил историю и нередко делился знаниями с друзьями. Он умел видеть красоту окружающего мира. Потому, говорят, хорошее находил в каждом человеке. Сегодня Кафиля Амирова похоронили на Самосыровском кладбище. Но для всех он останется в памяти как лучший фотограф из прокуроров. Лучший прокурор из фотографов. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Молодежи Татарстана 33 миллиона рублей. Такую поддержку по итогам конкурса на грант президента России получат 32 республиканских проекта. Среди победителей военно-патриотический проект «На войне, как на войне». Литературный проект юных талантов «Салет зажигает новые звезды», проект инклюзивной студии «Эмоция», сообщество особых театров России, а также экологическая квест-игра «Чистые игры Казань». Всего на конкурс поступило более 9 тысяч заявок, 282 от Татарстана. Из них полсотни получат президентскую поддержку в 60 миллионов рублей. Второй этап конкурса стартует 26 февраля. Оставить заявку можно на официальном сайте президентскиегранты.рф. Инвестиционная активность в моногородах Татарстана выше среднероссийской. Почему? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Федеральную поддержку получают и фермеры республики. Пока вся страна отдыхает, есть хозяйства, где работа не останавливается ни на секунду. Задача – выполнить бизнес-план. В таком режиме работают сейчас 103 татарстанских фермера. В прошлом году они получили больше 300 миллионов рублей для своего дела. Все по программе «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Пообщался с одним из них, узнал, куда пошли деньги и как с нуля поднялось целое хозяйство. Салават Мухаммадуллин. Вот этим маленьким примерно 4 месяца, а этим побольше 6-7 месяцев. Каждого теленка и каждую корову он знает чуть ли не на лицо. Денис Мустафин – глава крестьянского фермерского хозяйства. Эти 50 голов, корм плюс тракторы и другую технику он купил по программе «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Выиграл 3 миллиона. На эти 3 миллиона у меня по бизнес-плану предусмотрен закупка скота, 50 голов на откорм, бычки.
И на остальную сумму, на 2 миллиона 50 тысяч, техника. Техника сюда входит трактор, кун, пресс и косилка. Так дело и пошло. Сейчас в хозяйстве уже есть один рабочий. По бизнес-плану второго наймут в марте. Плюс помогает жена, соседи и друзья. И самое главное, говорит Денис, не придется возвращать 3 миллиона. Своими силами эти 3 миллиона я никогда не заработаю и не получу никогда. Поэтому очень благодарен государству за такую поддержку. И работа кому-то будет, и себе работа, и деревня будет жить. Итак, с нуля в прошлом году стартовали 103 фермера. Общая сумма 312 миллионов рублей. Чтобы стать грантополучателем, нужно проживать на селе. Должна быть своя земля. До заявки 3 года не заниматься предпринимательством. И обязательно нужно подготовить бизнес-план. Это программа по нацпроекту, который идет. Она на 5 лет. На сегодняшний день расписано, цифры все есть. С каждым годом идет увеличение. И уже в этом году можно получить до 5 миллионов рублей по молочному и мясному направлениям. А на бизнес-проект, на развитие кооператива сумма до 6 миллионов. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Арский район. Когда возраст – это главное. Казанский хор ветеранов «Полет» готовится к новым выступлениям в Татарстане. Чуть больше месяца назад они вернулись из Санкт-Петербурга с фестиваля, посвященного годовщине снятия блокады Ленинграда. И это первый случай, когда в городе на Неве выступил хор ветеранов из республики. Другая особенность – хор преимущественно женский и любительский. Как любовь к искусству объединила их в одном дружном коллективе, узнал Рамиль Шайдуллин. Стоит пианисту взять ноту, и голоса уже звучат в унисон. Больше 40 тембров. Сопрано, меццо-сопрано и даже бас единственного певца. Ведь поют в этом хоре в основном женщины, слегка за 60. Так, конечно, чувство радости, общения. Наверное, главная особенность хора в том, что никто из них не профессиональный исполнитель. Кто-то из них учитель, кто-то врач, но стоит им выйти на сцену, начинается совсем другая история. Хор «Полет» – постоянный участник фестиваля республики, где солистки берут как вокалом, так и артистизмом. Им не просто так неинтересно петь. Им нужно работать именно, чтобы голова работала, чтобы какие-то ассоциации были. В самых разных амплуа они пели и фольклор, и советские хиты, и песни военных лет. Теперь в их репертуаре есть и современные, и татарские песни. Им солисток учит сестра Альберта Асадуллина. Впереди у нас и сайдашевские произведения будут, вот Лиза Батаркаева будут произведения, Рустама Яхина будут обязательно, мы уже так поставили впереди. Вот, может быть, даже еще так подумаем, может быть, песни народов мира. В их репертуаре сегодня есть и соул, и джаз, причем исполняют их под пианино и баян. Единственный баянист – мужчина. С ними всегда интересно, они же разнообразные все интеллигентные почти, все такие. И общаться, и вот ездили в Питер, там так раскрыли друг друга. В Санкт-Петербурге хор выступил на фестивале в годовщину блокады. Приехав обратно, сразу за репетиции. У нас прям все время где-то надо что-то выступать, где-то куда-то надо идти. Главная цель этого года – выступление в честь столетия республики. Ветераны готовят новую программу, преимущественно народные песни тех лет. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Как Масленицу встретишь, так год и проведешь. Сегодня первый день масленичной недели, которую в народе называют встречей. С праздником татарстанцев в соцсетях поздравил Рустам Минниханов, разместив ролик с мелодией русских народных инструментов. Широкие праздничные гуляния казанцев ждут в конце недели. Так, 29 февраля у центра семьи Казан выступят артисты, творческие коллективы, а для самых маленьких – театр Петрушки. Всех пришедших угостят блинами и пряниками, а в завершении праздника гости традиционно сожгут чучело. 1 марта Масленицу с размахом отметят в Свияжске. Праздник с хороводами и народными играми начнется в 11 утра во дворе Музея истории. Также все дни до конца недели школьники смогут принять участие в шуточных состязаниях в Нацмузее Республики и Казанском Кремле. Узнают историю Масленицы и отправятся на поиски весны. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Уходящая зима напоследок обрушила на Татарстан большие порции осадков, практически выполнив месячную норму за несколько дней. О погоде в ближайшие несколько минут. В студии София Егорова. Здравствуйте. В начале выпуска полезная информация.
Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс Погода, в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево небо затянет облаками. Пройдет снег, местами метель, днем 0+1. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге облачная погода сохранится. Местами ожидается снег и метель, днем до +1. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши облачно ожидаются снегопады, ветер усилится. В Арске, Кукмаре и Балтаси будет облачно, пройдет снег, местами сильный, ожидается плюсовая температура. В Болгаре, Дрожжином, Буинске облачно и снежно, на дорогах местами заносы. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше пасмурно, снег, метель, днем +1-2 градуса. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Боль в спине и суставах «Доктор Ост» лечит так, как не умеют нигде. На помощь приходят умные машины, способные заменить протез и скальпель хирурга. Чтобы забыть о боли, часто достаточно одного сеанса. Поспешите в «Доктор Ост». Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции, на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В столице Татарстана ожидается облачная погода. Снег местами сильный. Также метель, на дорогах возможны снежные заносы. В дневные часы около 0 градусов. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы 740 мм ртутного столба. Влажность воздуха высокая 96%. В магнитном поле Земли спокойно. На дорогах ожидается гололедица. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.